В эфире итоговая программа новостей. Расскажем о главных событиях уходящего четверга. В студии Василий Радченко. Здравствуйте. Смотрите сегодня. Многолетняя проблема региона будет решена. В столице в тестовом режиме заработал единый накопитель. Ленчане пожаловались на рост цен на хлеб. Булка белого подорожала сразу на 2 рубля. Призывная кампания на службу в ряды российской армии проходит в Якутии. Как работает комиссия в Нерюнгринском районе. Педагог поселковой школы в Алданском районе вновь стала заслуженным учителем России. Авиация Якутии сегодня отмечает 95 лет. День рождения празднует и Якутское национальное телевидение. Айсан Николаев рассмотрел ход строительства федеральных автодорог и реализации национального проекта «Безопасные качественные автомобильные дороги». На эти цели региону выделено 4,8 миллиарда рублей. По итогам текущего года в нормативное состояние будут приведены 211 километров региональных автодорог и 23,5 километра улично-дорожной сети городской агломерации город Якутск. Кроме того, на 1 октября этого года на строительство, капитальный ремонт и ремонт участков федеральных автодорог Вилюй, Колыма и Лена из федерального бюджета предусмотрено почти 11 миллиардов рублей. Айсан Николаев подчеркнул, что в Якутии, несмотря на то, что в целом количество дорожно-транспортных происшествий остается на прежнем уровне, прослеживается положительная динамика по снижению аварийности на участках федеральных автодорог, количеству погибших и раненых. После осмотра объектов замруководителя Федерального дорожного агентства Роман Новиков положительно оценил опыт Якутии по реализации национального проекта. По его словам, все удобства и комфортные условия, создаваемые на участках, направлены на улучшение качества жизни людей. Роман Новиков пожелал не снижать достигнутых показателей, усилить проведение превентивных мер и заверил, что Федеральным дорожным агентством продолжатся мероприятия по установке на введенных участках автодорог электроосвещения и систем регулирования дорожного движения. План завоза грузов в Якутии выполнен на 99,8%. Об этом на заседании правительственной комиссии сообщил первый вице-премьер региона Алексей Колодезников. Навигация в этом году осложнилась пандемией коронавируса, обмелением рек, лесными пожарами. Но несмотря на трудности, поставленный план практически выполнен. К примеру, уголь с разреза Джибарики-Хая доставлен до пунктов назначения в Усть-Майский и Устьянский районы. При общем плане более 1 миллиона тонн осталось завезти 2000 тонн. В частности, угля, нефти, продовольственных товаров, сельхозпродукции. На переправе Якутск-Нижний Бестях в тестовом режиме заработал единый накопитель. Он позволит упорядочить движение автотранспортом, погрузку и выгрузку судов. Многолетняя проблема региона близится к завершению. Работу переправы проверила Виктория Федорова. Всего в окрестностях Якутска действуют 3 паромные переправы. Каждое лето по направлению Якутск-Нижний Бестях разыгрываются настоящие баталии, ссорой и руганью. Нередко доходит и до рукоприкладства. Для решения наболевшей проблемы в конце августа этого года правительство республики рассмотрело и утвердило комплексные планы по развитию территории причалов. Заезжают машины в чистую зону, на корабль, соответственно, оплата, касса, единый тариф, единая система обеспечения. Есть свободный паром. Этот паром сразу подается, чтобы снять эту очередность и так далее, и так далее. И регулируется весь поток машин. Если раньше каждый перевозчик был сам по себе, наладить порядок на переправе, особенно в сложные сезоны и в выходные дни, было практически невозможно. Сегодня же частные перевозчики объединились в одну общественную организацию. Чтобы упорядочить движение автомобильного транспорта, избежать столпотворения, столкновений, каких-то там драк, разборок, объединились в прошлом году, в середине навигации, объединились в единое расписание с компанией «Лентранс» и стали работать уже с 7 паромами по единому расписанию. А для удобства автомобилистов Министерством инноваций Республики разработано мобильное приложение, которым водители могут начать пользоваться уже со следующей навигации. Также будет сформирована одинаковая стоимость проезда. На сегодня установлены дорожные отбойники, полусферы для разграничения полос, шлагбаумы, светофоры и КПП. Сам накопитель представляет из себя огороженную площадку для проезда и ожидания транспорта. Определена схема движения, установлены камеры
видеонаблюдение, камеры нарушений правил дорожного движения, соответственно, элементы благоустройства, торговые точки, санитарные зоны. Ну и, соответственно, это все позволит, соответственно, также прозрачно проводить все платежи. Михаил Алексеев вот уже на протяжении 15 лет занимается грузовыми перевозками. Сегодня его полностью нагруженный бревнами КАМАЗ должен перебраться через реку. Только надо причал, вывеску просто поставить. Номер 3, 4, и вообще будет хорошо, нормально все будет тогда. Все отлично сделали. Ага. Перевозками занимаюсь. Иногда переходится через реку, постоянно почти в основном ехать. Вскоре такой же накопитель заработает и на другом берегу переправы. Сегодня будний день. Из-за этого накопление автотранспорта не наблюдается. В такие дни новое сооружение будет служить в качестве так называемой зеленой полосы для проезда. А то, как будут обстоять дела дальше, увидим уже завтра, ведь впереди выходные. Виктория Федорова, Семен Семенов, Якутск. Контроль за наличием лекарственных средств в аптеках Якутии будет осуществляться ежедневно. Об этом сообщила вице-премьер правительства региона Ольга Балабкина. При необходимости фонды будут сразу пополняться. Балабкина отметила, что сегодня во всех медучреждениях республики достаточный запас, чтобы обеспечить лечение больных. Кроме того, глава республики поставил задачу усилить контроль за ценами на медикаменты, особенно в районах Якутии. Глава Якутии Айсен Николаев накануне обратился к жителям республики с призывом осознанно относиться к ситуации с распространением коронавирусной инфекции. Он подчеркнул, что только таким образом удастся не допустить тяжелых последствий для экономики и сохранить человеческие жизни. Глава региона отметил, что якутяне должны ясно и трезво понимать риски, не впадать в панику, но и не игнорировать опасность. Каждый, если не будет сам чувствовать самосохранность о своем здоровье, мы ничего не добьемся. А то, что мы в общество ходим, там маска, дистанция и так далее, это само собой. Но надо начинать вот именно с общественных, вот именно с тех мест, где очень много у нас, допустим, сегодня есть. Это студенты, это школьники, это детские сады, это родители. Они, как никто, должны каждый день быть, им напоминать о том, да, это беда всемирного значения. Поэтому здесь нужно сознательно, каждый, если не будет чувствовать самосохранность своего здоровья, мы, в общем-то, ничего не добьемся положительного. Поэтому сегодня надо этот вопрос решить кардинально. Иначе мы упустим время. Между тем, количество суточных больных коронавирусом в Якутии продолжает расти. За минувший день выявили 106 случаев. Из них в столице 63 положительных теста, в Татинском районе 8, в Амгинском 6, в Сунтарском 4. Случаи в этих районах связаны с проведением массовых мероприятий. В Алданском, Жиганском, Намском, Нюрбинском, Хангаласском районах зафиксировано по 3 случая, в остальных районах по 1-2 заболевших. За сутки от COVID-19 в республике скончались 2 человека. На настоящий момент главной задачей является задача контроля за наличием лекарственных средств в аптеках Республики Саха-Якутия. Контроль осуществляется ежедневный. При необходимости, пополняются сегодня фонды. Во всех учреждениях медицинских Республики Саха-Якутия достаточный запас для того, чтобы обеспечить, соответственно, лечение больных лекарственными препаратами имеется. Кроме того, сегодня глава Республики Саха-Якутия поставил задачу усилить контроль за ценами, за лекарственными средствами в наших аптечных киосках. 9 автобусов временно сняли с маршрутов из-за грязных салонов в Якутске. Об этом сообщили в окружной администрации. Рейды прошли накануне. Комиссия выявила грубые нарушения. Отсутствие влажной уборки, грязные поручни, сиденья, стекла и другие контактные поверхности. Больше всего нарушений выявлено на маршруте номер 7. Сразу 4 автобуса. Водители должны устранить все замечания. Также усилен контроль за санобработкой и дезинфекцией салонов в рамках борьбы с коронавирусом. В Ленске подорожал хлеб. По сравнению с предыдущим месяцем цена на булку хлеба стала дороже на 2 рубля. Как сообщили в Управлении инвестиционной и экономической политики администрации Ленского района, подорожание произошло из-за повышения тарифов на электроэнергию, коммунальные услуги и сырье. Рост стоимости хлеба составил 5,5% на килограмм. Булка хлеба высшего сорта теперь стоит 38 рублей. Подобных повышений цен не было в Ленском районе с 2016 года, но по сравнению с другими районами республики
республики. Как отмечают специалисты, цена на хлеб в Ленске остается одной из самых низких. На территории района действуют утвержденные торговые надбавки на 23 наименования социально значимых продуктов. По райцентру, поселкам Пеледуй и Вити они составляют 10% от оптовой цены производителя. Управлением инвестиционно-экономической политики ежемесячно проводится мониторинг цен на социально значимые продукты питания по городу Ленску и Ленскому району. Также совместно с прокуратурой Ленского района регулярно проводятся проверки торговых объектов, реализующих продукты питания. Государственный комитет по ценообразованию Республики Саха-Якутия и администрация Ленского района рекомендуют жителям обращаться письменно с жалобами о росте цен с указанием определенного магазина. Тогда специалист по ценообразованию проверит обоснованность применения торговых надбавок в установленном объекте. 1 октября стартовала очередная призывная кампания на службу в ряды российской армии. В военных комиссариатах начала работать комиссия. Как проходит призыв в Нерингре, узнала Ирина Кичигина. Двери военкомата распахнулись для новых призывников в ряды вооруженных сил. Для прохождения комиссии на призывные мероприятия будут вызваны более 250 человек, и до 31 декабря из них призвать и отправить на комплектование в вооруженные силы планируется 90 человек. Хочется отметить тот факт, что вот, в частности сейчас вот осенний призыв, много ребят инициативно, самостоятельно приходят, обращаются с просьбой направить на призывные комиссии. То есть начинаешь беседовать, начинаешь выяснять причину такой, так сказать, инициативы. Все упирается в то, что все связано с будущим, так сказать, жизнеустройством этого гражданина. Предварительные результаты показывают довольно высокий процент годности молодых людей к службе. Ребята с крепким здоровьем и хорошей физической подготовкой предпочитают проходить службу в военно-десантных войсках, на военно-морском флоте и специальных войсках. Жалобы есть? Нет. В армию пойдешь? Конечно. Основные причины негодности прохождения службы – это психические заболевания, патологии опорно-двигательного аппарата, повышенное давление и сердечно-сосудистые заболевания. В целом, здоровье призывников оценивается положительно, и около 80% признаются годными к службе. Но тут есть нюанс, который есть годные без ограничений, есть категория годные с незначительными ограничениями. То есть у них есть определенные заболевания, но которые не проходят, не мешают прохождению военной службы. После прохождения призывной комиссии в Нерингре ребята отправляются в Якутск, где попадают под дальнейшее распределение по военно-морскому флоту, сухопутным войскам, военно-космические силы и учебные подразделения. Как правило, это Хабаровский край, Забайкальский край и в исключительных случаях на отдаленные рубежи. Первые призывники покинут родной город уже 16 октября. Ирина Кичигина, Захар Головин, Нерингре. Сейчас короткий блок рекламы. Смотрите далее в программе. Педагог поселковой школы в Алданском районе вновь стала заслуженным учителем России. Авиация Якутии сегодня отмечает 95 лет. День рождения празднует и якутское телевидение. Это итоги дня. Продолжаем программу. Число потенциальных предприятий и новых рабочих мест в Якутии увеличится благодаря совместной с «Газпромом» программе газоснабжения и газификации региона до конца 2025 года. Об этом в ходе передачи «Актуальное интервью» сообщил министр промышленности и геологии республики Максим Терещенко. Кроме того, он сообщил, что в 5 населенных пунктах, где будет разработана проектно-сметная документация, в обязательном порядке будет проведен газ до конца 2030 года. Это Верхний Куранах, Хатыстыр, Абага и нефтебаза. Ранее Минпромгеологии Якутии сообщала, что с реализацией важной программы будут активно развиваться районы Западной и Южной Якутии, а также к 2025 году показатель газификации республики достигнет 40%. Ранее неизвестные минералы обнаружили новосибирские ученые-геологи в кимберлитовой трубке «Интернациональная» в Мирнинском районе. Минералы получили названия мирниит и батуобинскит. Минеральный вид мирниит назван в честь города Мирный и Мирнинского кимберлитового поля. Батуобинскит назван в честь специалистов Батуобинского геолого-разведочной экспедиции первооткрывателей трубки «Интернациональная». Отмечается, что утверждение минералов было непростой задачей из-за их сложного состава и небольшого размера, менее 1 мм. Для исследования ученым пришлось проделать большой объем работ.
Заслуженным учителем России стала педагог школы поселка Лебедино Алданского района. Родному учреждению отдала более полувека. Сначала как ученица, затем как учитель. Высокую награду педагог считает не личным достижением, а плодом коллективного труда. С вновь присвоенным званием ее поздравила Татьяна Вахнина. У Руслана Батирова не консультация и не индивидуальное занятие. В 11 классе полноценный урок английского языка. В школе поселка Лебединый Руслан единственный выпускник. Всего же в школе знания получают 70 ребят и девчонок. Я хочу получать знания, когда ты один, потому что к тебе идет более индивидуальный подход, нежели с пускай малочисленной все же толпой. С английской грамматикой Руслан дружит, словарный запас неплох и разговорная речь на уровне. Татьяна Александровна всегда рассказывает доступно и понятно. А если что-то не ясно с первого раза, учительница не пожалеет времени на повторные объяснения. С английским языком у меня все хорошо прямо со 2 класса. Татьяна Александровна хороший преподаватель английского языка. Сколько за 9 лет обучения английского языка я ее знаю, всегда хорошо преподавала. Званий и регалий у Татьяны Александровны великое множество. Самую высокую награду она получила несколько дней назад. Учительнице было присвоено звание заслуженного работника образования и просвещения Российской Федерации. Я очень рада ей, очень взволнована, конечно, что мой труд оценен вот так вот высоко. Татьяна Серватовская отдала Лебединской школе более полувека. Здесь остались ее школьные годы. Учит детей она уже 45 лет. 16 из них находилась в должности директора. Социальный педагог Ольга Кович сегодня коллега Татьяны Александровны. А много лет назад педагог английского языка была классной руководительницей Ольги Георгиевны. Татьяна Александровна была моим учителем английского языка. Я помню, с какой радостью мы встречали ее, когда Татьяна Александровна приходила на урок. Мои дети отучились у Татьяны Александровны. Сейчас ребенок мой учится у Татьяны Александровны. И скажу, знания, которые Татьяна Александровна дает, они очень хорошие, крепкие. Любая награда, считает Татьяна Александровна, не индивидуальная заслуга учителя. Это всегда коллективный труд. Заслуженным работникам образования и просвещения России Татьяне Александровне помогли стать в первую очередь ее учителя и ученики, нынешние и бывшие. И родители, и ученики в первую очередь. Да, это и коллеги, конечно, и те учителя, у которых я училась. Ну а сегодня я работаю в коллективе, где вот только подумать, что порядка 80% это мои бывшие ученицы. Иностранными языками свободно владеют, конечно, не все выпускники Татьяны Александровны, но любимый инглиш помнят и много лет спустя. Учительницей для них Татьяна Александровна остается и сейчас. Педагогической мудростью с молодыми коллегами она делится щедро. Татьяна Вахнина, Алданский район, поселок Лебединый. 8 октября сегодня исполнилось 95 лет гражданской авиации Якутии. По сей день для большинства населенных пунктов это единственный вид транспорта круглогодичного действия. Помимо того, якутские летчики обеспечивают потребности экономики республики в авиаперевозках, транспортную мобильность жителей, сокращая время и расстояние. С момента первого полета воздушного судна «Соввич» 8 октября 1925 года по настоящее время авиаторами Якутии освоено более 40 типов воздушных судов, освоена и техническая эксплуатация, и летная эксплуатация. И якутские авиаторы испокон веков у нас с самого становления авиации Якутии считаются одним из самых профессиональных и квалифицированных авиационных кадров. Свое 57-летие сегодня отмечает национальное якутское телевидение. Его историю и чем вещание живет сегодня расскажет и покажет Юлия Михайлова. Это здание знакомо почти всем жителям Якутии. Полгода назад коридоры НВК «Саха» опустели из-за угрозы распространения ковида. Все, кто может, работают удаленно. Это координаторы эфира, режиссеры, редакторы. Меня зовут Туяра Филиппова, я редактор телеканала «Якутия-24». Ежедневно гости канала рассказывают о самом актуальном в прямом эфире. Пандемия внесла свои коррективы. Почти все гости актуального интервью выходят по скайпу. В эфире программа «Актуальное интервью», в студии Иван Лазаренко. Здравствуйте. Каждый филиал телеканала, помимо сюжетов на новости, снимает большие репортажи. Вместе с героями репортажей мы удивляемся, горюем и радуемся. Все снято. Давай занос. Еще раз. Мне нужен крупный план. Понял.
Понял тебя, иду к берегу. Благодаря камере Сергея Козюры вся Якутия и не только восхищается видами Южной Якутии. В Нерюнгринском филиале НВК «Саха» трудится команда из 6 человек. Ежедневно мы делаем новости про Нерюнгринский район. Рассказываем, чем и как он живет. Говорим о проблемах, о людях, горняках, производственниках, промышленниках, педагогах, медиках, оленеводах и многих других. Новости, несмотря на ограничения в связи с пандемией, продолжают выходить в прежнем объеме каждый час. Ведущий, верхушка айсберга работы огромного коллектива, должен быть готов к любой внештатной ситуации. Конечно, бывает. Здесь главное собраться, посмотреть на это все дело немножечко более спокойным взглядом, и все дальше тоже пройдет хорошо и как по маслу. В прямом эфире, как на передовой, те, кто ведет эфир, выпускающий шеф-редактор, режиссер, звукорежиссер, техники, Skylарk, должны просто жить новостями, чувствовать их и слышать буквально всем телом. Ежесекундно буквально меняется картина в новостях. Бывает и такое, бывают внештатные ситуации. Но так как здесь работают исключительно профессионалы, мы всегда справляемся с поставленной задачей быстро что-то решить во время эфира. Сегодня в профессиональный праздник новости и все остальное выходят, как обычно, строго по времени. Юлия Михайлова, Григорий Охлопков, телеканал «Якутия-24». Это были главные события четверга. Наш телеканал продолжает следить за новостями. Спасибо за внимание. До свидания.